Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Укшара. Сегодня в программе. В селе Чло после реконструкции торжественно открыли памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Гражданам России, получателям пособий материнского капитала, будет оказана правовая помощь. Депутаты приняли отчеты об исполнении государственного бюджета и бюджетов 6 внебюджетных фондов за 2024 год. В селе Чло после реконструкции торжественно открыли памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. В церемонии принял участие президент Бадра Гунба, а также вице-президент Беслан Бигвава и руководитель администрации президента Беслан Эшба. По решению президента России Владимира Путина Российский фонд президентских грантов выделил средства на реконструкцию памятников, посвященных Великой Отечественной войне. 77 миллионов рублей получили 82 села Абхазии на цели реставрации памятников. Бадра Гунба также посетил Чловский музей боевой славы. Выступая на торжественном мероприятии по случаю открытия памятника, президент подчеркнул важность сохранения народом памяти о героях и жертвах войны спустя 80 лет после ее окончания. Сегодня очень важное событие и в контексте сохранения памяти и истории, в том числе нашего народа. Может, прошло спустя 80 лет. Кто-то считает, что эта история была не наша, это совершенно не так. Сотни, тысячи ребят, выходцев из наших сел сложили свои головы в Великой Отечественной войне. Это память, ту, которую мы сохраняем, память, которая делает нас сильнее и увереннее в завтрашнем дне. Это та память, которую мы сохраняем ради того, чтобы многие поколения помнили о той великой победе, в которой приняли участие и наши соотечественники. Создана межведомственная рабочая группа по оказанию правового содействия гражданам Абхазии, являющихся гражданами России и получателями пособий в связи с рождением и воспитанием детей, а также материнского семейного капитала. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Делба на заседании Кабмина. Первое заседание членов правительства полностью в обновленном составе прошло во вторник, 20 мая. Было рассмотрено более 20 вопросов повестки дня. Все подробности в материале Ирины Аршба. Замена водительских прав лицам, постоянно проживающим в Абхазии на основании вида на жительство, а также гражданам Абхазии, производится без экзаменов. Кабинет министров внес соответствующие изменения в правила сдачи экзаменов и выдачи водительских удостоверений. Контроль над исполнением постановления возложен на МВД республики. По какой причине вносятся какие-то ограничения, неудобства и правовой режим, да, не тот ставим по этому поводу? У лиц, которые должны были получать водительские удостоверения при отсутствии документов, удостоверяющих личность, ну и многие. Для того, чтобы не усугублять жизнь, как говорится, в этом смысле проект постановления был разработан соответствующим министерством. Еще в 2024 году был принят закон о валютном регулировании и валютном контроле. Чтобы закон полноценно работал на практике, Кабмин утвердил правила и порядок правового регулирования отношений, связанные с осуществлением валютных операций в Абхазии. Это порядок обращения валютных ценностей в Республике Абхазия, порядок формирования и ведения информационной базы по валютным операциям и международным финансовым активам и обязательствам Республики Абхазия, правила представления органами и агентами валютного контроля в уполномоченные органы валютного контроля, необходимых для осуществления их функций, документов и информации. И очень рассчитываем на то, что все органы валютного контроля будут следовать требованиям закона и подзаконным актам для того, чтобы у нас не происходило недоразумение. Поэтому в этой связи я тоже считаю, что это очень важное направление, это совершенно новое направление в нашей деятельности по осуществлению валютного контроля и регулирования. Здесь и кредитные организации, уполномоченные банки. Мы проходили долгое
согласования, ну и наконец-то вышли на сбалансированный проект. Вся спецтехника, находящаяся в распоряжении Минсельхоза Республики, должна быть зарегистрирована. До настоящего времени Минсельхозом выдавались удостоверения старого, еще СССРовского образца. Кабмин принял постановление о создании на базе министерства службы технадзора, которая будет заниматься как регистрацией техники, так и следить за ее состоянием. Содействие в организации работы окажет и Министерство внутренних дел. На базе Министерства сельского хозяйства, видимо, отдел, чтобы этот отдел технадзор работал полноценно. Это не только регистрация, это когда идет проверка, идет техническим состоянием, потому что сегодня, особенно в Абхазии, ввозится немалое количество именно той спецтехники, которая регулируется именно министерством. Поэтому хотя бы для начала мы вводим эту статью. Решением Кабмина списаны многолетние насаждения в селе Псырцха и в цитрусовом совхозе Абхазия Гагарского района. На 80% этих насаждений уже на этой территории нет. Они все 82-85 года насаждения, биологически устаревшие. Единственное, здесь мы обязаны и должны за этим прослеживать, что второй пункт этого постановления: высвобождаемый земельный участок использовать для сельскохозяйственных целей. Но не всегда нам, к сожалению, приходится или возможность есть такая, придерживаться этого пункта, потому как уже на основе своих прав местные органы самоуправления уже представляют другие документы, создают также документы, и идет изменение категорий. Земли, которые высвобождаются, в основном из-за изреженности, да, Цыбович, и цитрусовые, и биологические. И вовлекать эти земли обратно в сельхозоборот. Вот. Я попрошу усилить в этом смысле со стороны Кабинета министров, вам в поддержку, разумеется, вместе осуществлять контроль, чтобы на этих землях, как правило, мы не наблюдали того, чего не записано в решении правительства. На заседании Кабмина также зашла речь о потенциале фермерского хозяйства по производству чая в селе Ктол. Как сообщил Бестан Джопо, по поручению президента предпринимателям была оказана помощь с реализацией продукции. На данный момент производители заключили контракты со многими ведомствами республики и реализовали чай на сумму более 2 миллионов рублей. Премьер-министр Владимир Делба назвал поддержку местных производителей важным направлением и поручил Минфину держать на особом контроле финансирование контрактов. Хорошо, что мы показали пример. Чай будет приобретаться государственный фонд. Система у нас обороноспособности, правоохранительная деятельность, образование, здравоохранение. И если на самом деле, как вы говорите, Бестан Цыбович, там мощности повысятся, соответственно, возможно, конечно, и продукции будет больше. Конечно, мы предложим распространить это и на другие организации, в том числе в сфере туризма, разумеется. Это хорошее взаимодействие между бизнесом и государством. На таких примерах, наверное, мы дальше будем строить. Члены правительства утвердили порядок взаимодействия Министерства экономики с другими органами госуправления в части разработки прогноза развития республики на 1 год для подготовки проекта республиканского бюджета. Постановлением Кабмина обществу с ограниченными возможностями АБАШ даны права пользования участком недр для добычи термальных вод в селе Приморское. Кабмин разрешил Министерству юстиции применять в помещении судов оборудование фото- и видеофиксации. Речь идет только о коридорах. Доступ к информации будут иметь исключительно органы следствия и суда в связи с находящимися в их производстве уголовными или гражданскими делами. Мы предлагаем наделить возможностью использования средств фото-видеофиксации в коридорных помещениях, зданиях и четко регламентировать порядок с целью сохранения персональных и иных данных, сведений, которые будут запечатлены на этих камерах. Получение доступа будет осуществляться на основании необходимых процессуальных документов органов предварительного следствия и суда исключительно по уголовным делам и гражданским делам, находящимся в их производстве. Утверждены предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом. Необходимо отметить, что речь не идет об изменении фактически существующих тарифов. Проезд пассажиров на внутригородских маршрутах в размере, не превышающем 40 рублей на пассажира, так называемый единый тариф на внутригородские перевозки, на проезд пассажиров на пригородных маршрутах в размере, не превышающем
3 рубля 88 копеек за одного пассажира на километр, на проезд пассажиров в междугородных маршрутах в размере, не превышающем 3 рубля 39 копеек за пассажира на километр. Ситуация с стоимостью городского транспорта, она сложилась достаточно давно. И на текущий момент, то есть на сегодняшний день, уже такие тарифы фактически используются. Данный акт никак не влечет за собой увеличение тарифов. То есть цена сегодня за один пассажирокилометр уже сформирована, ну и мы для правового обеспечения в данном случае предлагаем ее закрепить. Хотя я полагаю, что это проработать надо и в другом механизме. Может быть, не устанавливать там прямые твердые суммы, может определяться как по другим регулируемым товарам, может устанавливать там нормы рентабельности или еще какие-то другие критерии, чтобы это не происходило так, как сейчас. 2-3 месяца тому назад цена установилась, мы сейчас принимаем. Кстати, напомнить хочу, аналогичная ситуация у нас и по хлебу, да, до сегодняшнего дня. Вот. Я прошу в этом смысле и министра экономики, и министра энергетики и транспорта это проработать. Кабмин принял постановление о возмещении налога на добавленную стоимость при реализации товаров и услуг иностранным дипломатическим представительством. Правила возмещения налога, а также перечень иностранных государств должны утвердить МИД Республики и Министерство по налогам и сборам до 30 июня. Кабмин утвердил отчет Госкомитета по управлению имуществом и приватизации за 2024 год. По итогам приватизации в прошлом году в бюджет республики поступило 98,5 миллионов рублей. Было приватизировано 8 объектов госсобственности. Решением Кабмина бывшая волейбольная площадка и тренировочный корт в Гагре, а также бывшее здание поликлиники в Гулрыбском районе переданы в ведение местных администраций. Премьер-министр Владимир Дылба поинтересовался, как решается вопрос ремонта компьютерного томографа в Гудаутской ЦРБ. Поручение президента выполнено, контракт подписан на сумму 11 миллионов рублей. Вы знаете, что действительно КТ в Гудаутской ЦРБ периодически выходила из строя из-за колоссальнейшей нагрузки, которую аппарат получал во время ковидной нашей всей истории. Да, был период, когда он не работал, ремонтировался, но все имеет, как говорится, свой ресурс. На данный момент мы подписали контракт на установку новой абсолютно трубки с гарантией год. И я думаю, все будет реализовано в те сроки, которые указаны в контракте. Мы просим еще поставщика, наоборот, быстрее все это ускорить, чтобы мы уже запустили этот компьютерный томограф на благо населения района и гостей, которые могут поступать в курортный сезон, потому что район большой, и это крайне необходимо для правильной постановки диагноза. Эдуард Будба также рассказал о ходе диспансеризации детей, которая проводится российскими специалистами на территории Абхазии. На сегодняшний день осмотрено 26,5 тысяч ребятишек. Идет по графику и строительство помещения под ангиограф республиканской больницы. Открыть сердечно-сосудистый центр планируют к 1 июля. В завершении заседания Владимир Дылба сообщил, что создана межведомственная рабочая группа по оказанию правового содействия гражданам Абхазии, являющимися гражданами России и получателями пособий в связи с рождением и воспитанием детей, а также материнского капитала. Очень рассчитываю, что мы будем получать обратную связь от наших граждан, потому что это очень важно, чтобы они не оставались без информации. В обязанности рабочей группы входит оказание содействия гражданам, сбор и анализ информации о нарушениях законодательства. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Адгура Аграба назначен генеральным прокурором Абхазии. Решение принято большинством депутатов на очередном заседании сессии парламента. Депутаты утвердили проекты законов об исполнении республиканского бюджета и бюджетов 6 внебюджетных фондов за 2024 год. Какие еще вопросы были рассмотрены депутатами в материале Гундышова?
Депутаты парламента Абхазии внесли изменения в законопроект об обороте оружия в первом чтении. Проект закона предусматривает запрет на ношение краткоствольного оружия с нарезным стволом. Человек не должен, посещая общественное место, заходить с оружием. Неважно, это какой там ресторан, парк и так далее. Мы это все прекрасно знаем. Но у государства по объективным, не только по субъективным, но и по объективным причинам не всегда есть возможность эти вопросы контролировать так, как прописано по букве закона. И это касается не только данного законодательства. И всплеск криминогенной ситуации с применением краткоствольного огнестрельного оружия, он вырос. И вырос потому, что люди трактуют закон иначе. Не так, как написано вот здесь, вот, да. А у людей появился такой некий сигнал к тому, что можно приобретать и какими-то окольными способами его зарегистрировать и носить. И я просил бы поддержать это не только с точки зрения буквы закона, но еще и с такой морально-этической и с точки зрения безопасности государства в целом. Народные избранники проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Адгура Харази. В соответствии с пунктом З части 1 статьи 4 Закона Республики Абхазия о статусе депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия, Народное собрание постановляет считать досрочным прекращением полномочий депутата Народного собрания Харази Адгура Рафетовича, избранного по 26-му избирательному округу. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. Депутаты парламента приняли законопроект об исполнении республиканского бюджета за 2024 год. Исполнение основных показателей госбюджета составило по доходам 15 миллиардов 742 миллиона рублей, по расходам 16 миллиардов 272 миллиона 842 тысячи рублей, дефицит 530 миллионов 242 тысячи рублей. У нас есть местные бюджеты, которые весь свой объем практически межбюджетного трансферта направляют на оплату труда работникам бюджетной сферы. Естественно, в тех условиях, в которых протекал бюджет в отчетном периоде, средства направлялись в первую очередь в те районы, которые направляли эти средства на обеспечение заработной платы работников бюджетной сферы. В этой части у нас велась такая достаточно плотная, тесная работа со всеми и главами районов, и руководителями местных финансовых органов, чтобы в первую очередь вот это направление не простаивало. В Ачамчирском районе у нас там также были предусмотрены дотации на осуществление работ капитального характера. Естественно, в условиях, когда у нас недостаточно средств, в приоритетном порядке мы направляли только на заработную плату. Но также еще раз хочу отметить, что при формировании бюджета на текущий финансовый год средства в тех объемах, в которых они не были зачислены в отчетном финансовом году, были увеличены в текущем году на поддержку, соответственно, местных бюджетов. Депутаты парламента также заслушали и приняли отчеты об исполнении бюджетов 6 внебюджетных фондов за 2024 год. Исполнение бюджета фонда соцстрахования и охраны труда составило 105%. Все запланированные проекты выполнены в полном объеме, а также происходит поэтапное повышение размеров выплат по льготам, сообщила зампредседателя фонда Ирма Чантурия. В этом году, как никогда, мы начали год 25 без задолженности, ни перед одним страхователем не было долгов. Все абсолютно пособия были выплачены своевременно, и мы год начали, как говорится, с чистого листа, без старых долгов. Все проекты и все пособия, которые у нас запланированы, выполнены в полном объеме. Мы ежегодно увеличиваем пособия, размеры социальных пособий. Президент Абхазии Бадра Гунба 22 апреля внес на рассмотрение парламента представление о назначении Адгура Агрба на должность генерального прокурора. В ходе заседания путем тайного голосования кандидатура Адгура Агрба была утверждена. За данное назначение проголосовали 25 человек, против – 3. Клянусь при осуществлении полномочий Генерального прокурора Республики Абхазия свято соблюдать Конституцию Республики Абхазия и законы Республики Абхазия,
защищать права и свободы человека и гражданина, охраняемые законом интересы общества и государства. Нулевую ставку НДС на услуги, оказываемые при международных воздушных перевозках в международном аэропорту Сухум, утвердил в окончательном чтении парламент Абхазии. Как уточнил вице-премьер Джансух Нанба, проект закона направлен на снижение стоимости международных авиационных перевозок для пассажиров и, как следствие, увеличение пассажиропотока в республику. Установление нулевой ставки НДС – это лишь, так скажем, шаг, который позволит нашему аэропорту быть конкурентоспособным. В этой связи справедливо заметить, что установление нулевой ставки не играет решающей роли в стоимости билета. Хочу вас проинформировать, что между двумя правительствами, между Российской Федерацией и Республикой Абхазия идет на сегодняшний день проработка вопроса установления тарифов аэронавигационных сборов, которые будут соответствовать внутрироссийским. Срок вступления в силу закона о кадастре недвижимости перенесен на 1 октября 2026 года. Поправки коснулись конкретизации компетенций должностных лиц и работников регистрирующего органа. Также они направлены на совершенствование норм, регулирующих понятий недвижимого имущества, правовое регулирование госрегистрации и оборота недвижимого имущества. Настоящий закон вступает в силу с 1 октября 2025 года, за исключением главы 10 настоящего закона статьи 63, статьи 69, вступающей в силу с 01 июня 2025 года. Эта статья говорит о том, что все организационные моменты, они должны вступить с 1 июня и заниматься кадастровая палата, чтобы занималась всеми организационными моментами. А сам закон продлить его, чтобы он вступил с 1 октября. В первом чтении внесены изменения в закон о Национальном банке Абхазии. Основная цель поправок – установление лимита кредитных ресурсов Банка Абхазии и ограничение полномочий председателя в части принятия решений о кредитовании кредитных организаций. Также депутаты утвердили отчет председателя Банка Абхазии Беслана Барателя за 2024 год. Совокупный зарегистрированный уставной капитал кредитных организаций составил 566,9 миллионов рублей. На долю иностранного капитала в совокупном оплаченном уставном капитале кредитных организаций приходилось 14,7%. Не может система выстраиваться только на субъективном принятии решения по желанию председателя Нацбанка. И на самом деле это упростит работу, потому что будет законодательно запрещено проводить процесс перекредитования. Потому что с чем мы сегодня сталкиваемся, от чего мы уходим. Вот были события прошлого года, все мы прекрасно знаем, какие они были тяжелые. Деньги, остатки на счетах Минфина резко начинают падать. И может возникнуть ситуация, когда на счетах Минфина деньги есть, а в банке этих денег нет. Где деньги? Они в виде кредитов рефинансирования предоставлены коммерческим банкам. Мне кажется, ситуация, не дай бог, когда возникнет какой-нибудь форс-мажорный сюжет, да, война или болезнь или еще что-то, когда Минфину нужно будет срочно мобилизовать все средства из банка, ну, грубо говоря, потратить до копейки, окажется, что в банке-то этих денег нет. Только на бумаге деньги. И чтобы уйти от этого, чтобы обезопасить государство и защитить государственные финансы от притязаний со стороны коммерческих банков, предложена идея устанавливать лимит кредитного портфеля. За значительный вклад в развитие культуры и укрепление абхазо-российских культурных связей генерального директора Рустрама Ираклия Хинтба наградили почетной грамотой Народного собрания. В завершении заседания сессии депутаты сформировали постоянно действующую комиссию по избранию депутатов молодежного парламента при Народном собрании и утвердили ее численный и персональный состав. Кундашоу, Раму Камки, Абхазское телевидение. В Москве в преддверии назначенного на июнь раунда женевских дискуссий прошла встреча замминистра иностранных дел России Михаила Галузина, замглавы МИД Абхазии Одиссея Бигвава и госсоветника президента РЮО Константина Качева.
Они обсудили важность начала процесса делимитации госграниц Абхазии, Грузии, Южной Осетии и Грузии. Стороны обозначили основной приоритет переговоров – обеспечение прочной безопасности Абхазии и Южной Осетии. Подчеркнули необходимость заключения юридически обязывающего соглашения о неприменении Грузии силы против соседних республик. Российские врачи проведут медосмотры в колледжах Абхазии в рамках диспансеризации, рассказал спутник Абхазия, врач-травматолог Виталий Куваев. Бригада в ближайшее время планирует осмотреть 4 колледжа в 3 районах. Чаще всего медики выявляют деформации грудных клеток, множество проблем со стопами, патологии опорно-двигательного аппарата, которые имеют врожденный характер, отметил Куваев. Минздрав Абхазии наградил российских врачей, участвовавших в диспансеризации детей, грамотами и медалями. Министр здравоохранения Эдуард Будба от имени руководства Абхазии выразил благодарность министру здравоохранения России Михаилу Мурашко, российским медикам, проводившим диспансеризацию, представительству Россотрудничества в Абхазии и российскому движению «Народный фронт». Благодарственные письма врачам вручил руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Владислав Куликов. В рамках диспансеризации российские врачи обследовали 26,5 тысяч детей. Более 200 из них нуждаются в лечении и, может, в оперативном плановом лечении. В федеральных центрах России в этом направлении также ведется активная работа. Победителей республиканского конкурса изобразительного искусства «Наша общая победа» 80 наградили в выставочном зале Центра детского творчества «Айнар» в Сухуме. Об этом сообщает спутник Абхазия. Конкурс проводился для детей и молодежи в возрасте от 6 до 22 лет. Всего было подано 198 работ, 40 из них отобраны в экспозицию выставки, которая продлится до 30 мая. Выставка и конкурс организованы представительством Россотрудничества в Абхазии при поддержке Министерства культуры и Министерства просвещения. И в завершении выпуска о погоде. В среду 21 мая в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 8-13, днем 15-20 градусов. Температура морской воды 14 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.